И теперь смотрим логику происходящего, которую каким-то образом для себя определила обвинение. Согласно обвинению, я вместе с господином Асачем в мае-июне 2007 года встретился в районе Дырновских дач. Причем, как по моему первоначальному показанию, я от них не отступал, причем я не отступал, не менял свои показания нигде. Также и показания Игоря Михайловича Асачева говорили о том, что эта встреча была первый раз в жизни, когда мы встретились один на один. Эти показания даже, то есть мы не меняли. И поэтому, встретившись первый раз в жизни, я Асачеву говорю: дай десятку. Я его не знаю, я с ним никогда не работал. Он является моим работодателем. Он является моим работодателем. Не я его и работодатель. Он является моим работодателем. А я ему говорю: дай десятку. Строй котельную, дай десятку. Это не моя логика. Это логика обвинения. Более того, обвинение прекрасно знает о том, что Валерий Иванович Зенищев, мой отец, 27 лет работал в Комикоммунэнерго, в городской теплосети, заместителем генерального директора. Его должностные обязанности были: это как раз обеспечение и строительство и модернизация котельных по всей республике Коми и по городу Сыктывкару. Предположим, я хотел заработать, и я иду к первому встречному, а не иду к человеку, который знал на тот момент 40 лет. При этом он знает всех подрядчиков северо-запада как минимум. И мне с ним нельзя будет договориться, чтобы увести концы неизвестно куда. Он специалист, который отработал 27 лет. Он знает все котельные в городе Сыктывкаре и в республике Коми, которые принадлежали Комикоммунэнерго. Он знает, как это делается, что это делается, где заказать, как заказать. Он этим занимался 27 лет. А я встречаюсь с Асачем, которого вижу первый раз в жизни. И говорю: давай, что-то мы сделаем. И это логика обвинения.